Я просто выражу свое мнение, вот так вот скажем. У нас там будут лошади, у нас будут костры, у нас будет ночное небо. Хотя, я должен тут сознаться, эстрада 90-х. Как это правильно сказать-то? Сам себя загнал в ловушку. Это всегда очень приятно и всегда по-новому. Потому что каждый раз названия разные, хотя вот «Спящая красавица» повторяется, я ее дирижировал в прошлом году зимой. Но это каждый раз новая река, это какой-то новый день, это новая весна. И это необыкновенно приятно выступать дома. На каждый мой спектакль приходят мои родители, приходят мои друзья. Поэтому это разговор с ними, разговор с моими друзьями и разговор с городом, в котором я родился и прожил большую часть своей жизни. Мне не пришлось наблюдать Рудольфа Нуриева в жизни. Понятной причиной, просто возраст у меня не тот. Но его вклад как артиста, как танцовщика, он... Вот как это определить? Ведь смотрите, получается так, то, что, например, художник, композитор, писатель создает, условно говоря, материальную ценность. Он создает произведение искусства. А исполнитель его претворяет в жизнь. Но если картина художника не нуждается в дополнительных претворениях в жизнь, то музыка и танец, безусловно, нуждаются. И здесь от исполнителя зависит, что будет дальше. Ведь не зря говорят, искусство — это не что, искусство — это как. И ведь многие танцовщики танцевали до Нуриева, но мы знаем его как мировую величину, мы гордимся им, и мы понимаем, хотя не до конца. Не до конца мы понимаем, какой вклад этот исполнитель внес в мировую культуру, в культуру балета, в культуру танца. Понять, что сделал Рудольф Нуриев для мирового классического и современного танца, мы должны и обязаны. Я начал свой путь как музыкант в Казани. Я здесь отучился в училище, 4 года в консерватории. И вот пока я учился в консерватории, я подрабатывал в театре оперы и балета артистом хора. Да. И, например, я участвовал в «Пиковой даме» как артист хора. Я заканчивал училище и поступал в консерваторию с 7-й картиной из «Пиковой дамы». Это сцена игры, где Герман играет и проигрывает. Вот эти знаменитые 3 карты, да, и погибает. Ну, это финальная сцена оперы. И мой дебют как дирижера в театре состоялся именно с музыкой Чайковского. Это Евгений Онегин и Щелкунчик. То есть это первые 2 спектакля, которые я продирижировал в Казанском театре, это музыка Чайковского. И сейчас, получается, завтра я дирижирую прекрасную музыку Чайковского. Ну, как можно ответить на этот вопрос? Это, наверное, невозможно, да и стоит ли? Поэтому, наверное, стоит сказать то, что музыка Чайковского занимает во мне такое же место, как занимает какой-то жизненно важный орган. По поводу того, что забыл или не забыл Большой театр, я хочу сказать следующее. На самом деле театр ничего не забывает, и мне, как человеку, работающему в нем уже 5 лет, многое становится понятным. Скажем, ни один театр в нашей стране не получает такого количества нападок, критики, чего бы то ни было, как Большой театр. Потому что считается, что Большой театр — это флагман музыкально-театрального искусства России, в чем, конечно, сомнений нет. Вот есть поговорка: собака лает, караван идет, и Большой театр, он идет, и он ничего не забывает, он делает ровно столько, сколько считает нужным его руководство, которое, на мой взгляд, ведет очень правильную, сбалансированную политику. Поэтому, если кому-то кажется, что театр что-то забыл,
Ну, просто у театра действительно много каких-то обязательств, что ли, так скажем. С Госоркестром Республики Татарстан я долгие годы сотрудничаю. Вот, и много концертов у меня с ним было. А этой зимой мы провели такую буквально беспрецедентную постановку. Мы поставили очень большую, красивую оперу современного композитора татарского Милюши Хайруллиной. Это было очень большое событие. Это произошло 11 февраля у нас в БКЗ, и в нем участвовал и хор, государственный камерный хор управления Милюши Индаровой. Я выступил в роли дирижера-постановщика. Мы долго-долго готовили этот спектакль. Это было настоящее событие. Это было настоящее, это было что-то такое, что происходит нечасто. И, конечно, эта опера, на мой взгляд, она и должна ставиться, она должна жить, она должна быть. И я тогда сказал, и я просто со временем убеждаюсь, я, видимо, коплю силы, мы обязательно эту оперу поставим в театре. В каком? Это вопрос, это будет ясно. Но то, что мы это сделаем, у меня в этом нет никаких сомнений. Дело в том, что если мы говорим о национальной опере, то она в первую очередь должна или в национальном балете, или мюзикле, или музыкальном спектакле, или драм-спектакле. Этот спектакль в первую очередь должен жить там, где живет его народ. Если мы говорим о татарском искусстве, то это в первую очередь должно быть в Татарстане. Безусловно, в Москве огромное количество татар, и я вот один из них. И мы понимаем то, что какие-то постановки непременно должны звучать в Москве, потому что просто из сотен тысяч татар, которые живут в Москве, увы, не каждый имеет возможность приехать на спектакль в Казань и посмотреть. И мне кажется, то, что было бы здорово, если бы чаще наши коллективы по определенной договоренности с театрами Москвы выезжали и показывали татарские спектакли, оперы, балеты, мюзиклы, драм-спектакли и так далее, кукольные спектакли. Какой у нас прекрасный театр кукол, какой у нас прекрасный режиссер, да, Ильгиз Зайниев, который столько делает большой работы, проводит для того, чтобы популяризовать это искусство. Понимаете, ведь мы часто гонимся за тем, что, например, вот если это поставлено, например, в Большом театре, то вот как бы... Это какой-то статус сразу. Статус понятно, но дело в том, что мы сейчас живем в такое время, когда любой театр нашей страны и любая постановка, она может получить и получает самую широкую огласку. Есть прекрасный фестиваль «Золотая маска», да, комиссия которой и жюри, они ездят неустанно по городам России, они трудятся, они проводят большую работу, отсматривают огромное количество спектаклей. И зачастую мы все чаще слышим о том, что, например, театр какого-нибудь не самого крупного города получает премию за то или за иное произведение. И это прекрасно, это замечательно. Поэтому я не думаю, что своей непременной целью нужно ставить постановку в Большом. Я же работаю по приглашению, а относительно вопроса работать постоянно, этот вопрос, если я его услышу, этот вопрос, я подумаю, как на него ответить. Но я пока его не слышал. Я стал главным дирижером колледжа театра Вишневской в 2008 году. Мне было 24 года. Вот я начал дирижировать. Я начал управлять музыкой, какие-то оперные сцены, даже целую оперу. Но разве мог я как дирижер показать, а в первую очередь почувствовать все то, что вкладывается, и то, что было вложено в то или иное произведение автором? И разве сейчас могу я наверняка улыбнусь, если увижу это интервью, скажем, 20 лет спустя, я улыбнусь своим мыслям и скажу: боже мой, да ты и тогда ничего не понимал.
И кто знает, дар в человеке вот в данный момент времени, он раскрыт полностью или не полностью. И возвращаясь к вопросу о хороших, плохих дирижерах, о том, что дело в том, что вот почувствовать вот эту грань, чтобы артисту в балете было удобно, и в то же время музыка не была как бы такая, знаете, в подчинении у физики артиста, это очень большая тонкая работа. Это скорее желание или нежелание дирижера это сделать. Потому что если дирижер хочет понять, он пересмотрит все фильмы, связанные с балетом. Он пересмотрит все спектакли. Он не будет вылезать из балетного класса. Он поймет до конца, как это работает. Как работает физика артиста. Сколько времени ему нужно на то или иное действие. То есть он приложит весь тот максимум усилий, который он должен приложить. Это очень важная часть моей жизни. Это очень даже не часть, это, собственно, моя жизнь. Я постоянно работаю с молодыми исполнителями. Началось это еще как раз, наверное, с 2008 года, когда я стал главным дирижером в колледже театра Галины Вишневской. И там, собственно, был молодежный театр, в котором осуществляли самые разные постановки, и причем очень серьезные. Это опера Дидона и Эней, это сцены из серьезных крупных опер. Мы поставили несколько оперет, несколько мюзиклов. Мы поставили первый в России, поставили оперу Карла Орфа «Луна». Это музыка доселе не звучавшая, да, и балеты «Щелкунчик», «Пульчинелло», «Жизель». И это все работа с молодыми артистами. Ведь как получается, мы как-то так вот живем, находясь в своей сфере деятельности. Вот я отучился, вот я начал работать, и я работаю. И я работаю для публики, для разной. Ну хорошо, а вот я же как дирижер, я же отчетливо понимаю то, что завтра вот эти молодые ребята придут в театр, и мне с ними работать. Завтра я с этими людьми буду ставить оперы, оперетты, я не знаю, мюзиклы, балеты. То есть с этими людьми мне дальше работать и жить в этом искусстве. И если я, например, окружающие люди считают меня достаточно компетентным и продвинутым, ну, например, дирижером, или хореографом, или режиссером, или педагогом по вокалу, кем бы ты ни было, то я должен это сделать, я должен поделиться тем, что умею сам. Ежегодно я или сам, или в составе той или иной команды провожу либо какую-нибудь оперную лабораторию, или собираю какой-нибудь молодежный оркестр, просто для того, чтобы люди могли поучиться и научиться работать и понять, как им дальше быть, нравится им это или не нравится. Ну вот, к примеру, вот в Липецке, в Липецкой области, с которой я много сотрудничаю, куда меня часто зовут, и я очень люблю этот город, там прекрасные люди, там прекрасная филармония, которая очень много делает для людей и которая очень сильно сейчас развивается, в чем я по мере своих сил ей помогаю. Вот, к примеру, мы сейчас будем реализовывать и уже реализовываем очень красивый проект. В этом году празднуется 150-летие со дня рождения Рахманинова и Шаляпина. И мы в прекрасной усадьбе Скорнякова-Архангельская на открытом воздухе, на берегу чудесного пруда будем ставить в естественных декорациях оперу «Алека» по Пушкину. У нас там будут лошади, у нас будут костры, у нас будет ночное небо, у нас будет настоящая такая ландшафтная опера. И мы туда приглашаем молодых вокалистов, помощников режиссера, ассистентов хореографа, для того, чтобы люди прошли конкурсный отбор, и они смогут спеть эту оперу.
И более того, мы даже нашли возможность им сделать финансовое вознаграждение. То есть это такой кастинг, открытый для всех желающих. Ну, естественно, это люди должны быть с музыкальным образованием, оперные певцы, да. Они приедут на 2 недели, мы с ними будем много работать. Режиссер, хореограф, для них будут шиться костюмы, будем с ними репетировать. И вот для нескольких тысяч зрителей, которые приедут в эту чудесную усадьбу, мы покажем этот спектакль. То, что вот, академическое искусство, музыкальный театр, опера, балет — это сложное искусство для восприятия, для неподготовленного слушателя. Ну, скажем, возьмем музыку Моцарта. Сколько столетий уже прошло. И ведь эту музыку нельзя назвать... Вот как может быть что-то столь давно ушедшее, я имею в виду по времени, да, далеко стоящее от нас, быть непонятным? Вот за счет чего происходит эта непонятность? За счет сложности высказывания мысли? Ну, например, фортепианная музыка или симфоническая музыка Моцарта не имеет программности, то есть в ней нет сюжета. В операх, конечно, есть сюжет. А вот в фортепианной или симфонической музыке сюжета нет. Стало быть, нет программности. То есть в ней что? В ней есть только сама музыка в чистом виде. А музыка в чистом виде, она показывает красоту. Это же самое прекрасное. Вот в том-то и дело. Ведь получается так, что человек современный, глядя на музыку Моцарта, написанную несколько столетий назад, он не видит что. То есть современный человек не понимает человека, который жил много лет назад, или он не хочет увидеть этой красоты. То есть это же скорее желание людей, понимаете? Ведь всегда есть возможность что-то понять. Если, конечно, это не какая-то высшая математика или астрофизика, в которой действительно нужно обучаться. А чтобы постичь красоту, нужно ее захотеть увидеть. Не ограничивать себя музыкой из разряда эстрады 90-х. Вот я вырос, и эту музыку, тогда она у меня из магнитофона звучала. Ну хорошо, ты застрял навсегда в 90-х? Ты остался там? Ты не эволюционировал за это время? Твой дух не возвысился за это время над самим собой? Твоя душа не развивалась? Твоя нравственная сторона жизни осталась той же? Поэтому мне, конечно, очень странно и непонятно нежелание людей увидеть прекрасное. Хотя я должен тут сознаться. Сознаюсь открыто. Вот я, видимо, все-таки аудиал. То есть вот то, что я слышу ушами, для меня, ну или в силу того, что я просто образование получил такое, оно, например, для меня несет больше ценности, чем поэзия. Ух, страшные сейчас слова говорю. Закидают меня камнями, пожалуйста, не кидайте меня камнями. Ну, так. Или, к примеру, чем живопись. Или скульптура. Безусловно, я ценю, что-то знаю обо всем об этом. Но вот, если говорить обо мне, то для меня литература и музыка. Точнее, музыка и литература. Вот это вот каких-то 2 основных вида искусства. Хотя в последнее время, конечно, я очень сильно прихожу к танцу. Да, я больше начинаю работать с балетом, и в этой работе я начинаю видеть больше, чем видел раньше. Но вот я, может быть, чуть приоткрою так эту кухню, такую нашу дирижерскую. Вот уже второй повод покидаться у меня камнями, но, пожалуйста, опять-таки этого не делайте. Есть такой момент, что опера как будто бы по статусу стоит выше, чем балет. То есть дирижеры больше любят работать с оперой. Да. Почему?
Я понимаю, почему. Потому что в опере у дирижера есть больше возможностей управления. То есть певец имеет больше возможностей для того, чтобы одну и ту же арию спеть побыстрее или помедленнее, зависнуть там, ну, например, остановиться на какой-то нотке и повисеть, или добавить в нее что-то такое, чего он не делал раньше. В балете мы больше работаем с физикой артиста. То есть ведь человек, артист балетный, вот он делает прыжок. Он по законам физики не может висеть дольше в воздухе, да, чем ему позволяет гравитация Земли. А певец может подольше повисеть на высокой ноте. Да, и снять ее. И вот такие как бы большие возможности чисто музыкальные для дирижера. Ну, я сейчас очень такие простые примеры привел, просто чтобы было понятно. Да? И такие вот эти большие возможности в опере именно для дирижера, они ему дают большую свободу. То есть он в ней как бы находит больше возможностей для самовыражения. Но что мы видим в балете? Мы видим красоту человеческого тела. Мы видим эту необыкновенную пластику. Вот, к слову о Рудольфе Нуриеве. Мы видим вот эту грань, эту предел физических возможностей. И в ней, то есть в нем, в балете, музыка, она чиста. Она звучит только в исполнении оркестра. То есть в ней нет текста, в ней нет слова, я имею в виду как фонетики произнесенного, да, в ней больше условность. А каждый раз больше условность, она, как вам сказать, она делает это искусство все более хрупким, все более тонким и тем самым более открытым. То есть в балете у нас есть музыка, есть красота человеческого тела. И все. И больше ничего. В опере человеческий голос добавляет что-то определенное. Он дает определенную краску. И трактовать оперу сложнее, чем балет, с одной стороны. Потому что в ней очень много голосов, и сливаясь вместе с музыкой оркестра, они дают некое другое звучание, чем если мы берем балет, в нем звучащую только симфоническую музыку, и наш взгляд, который видит танцоров. Я бы сравнил балет с хрупкостью раннего утра. В нем вот этот момент определенный, когда еще, может быть, вы помните, это время, когда солнце еще не показало свои первые лучи, и вот эта роса, слегка покрытая инеем листва, и вот эта хрупкость, она длится буквально минуты. То есть, когда из сумрака еще не наступило утро, и вот эта хрупкость, когда природа как будто бы сделала вдох, и еще она не в ночи, но и не утро. И вот этот тончайший момент, и вот эта хрупкость, и тут балет.